В эфире еженедельная итоговая программа Первого крымско-татарского телеканала, и в студии я, ее ведущий Юрий Мацарский. Сегодня в нашем выпуске. Очередные обыски и задержания в Крыму. Мир призывает оккупационные власти прекратить преследование крымских татар. Президент США Дональд Трамп по очереди встретился с министрами иностранных дел России и Украины. Говорили, в частности, о Крыме. Законопроект о статусе крымско-татарского народа в Украине уже больше месяца лежит без движения в Верховной Раде. Новые обстрелы в Донецкой области. От огня оккупантов гибнут мирные жители. К сожалению, практически ни одна неделя не обходится без очередных обысков в домах крымских татар. Вот и в начале уходящей недели сотрудники российских спецслужб ранним утром нагрянули в дом главы Судакского меджлиса Эльвира Аметова, избили и увезли с собой его сына. А спустя всего несколько часов оккупанты нагрянули и в другой крымско-татарский дом, откуда забрали его хозяина Резу Изетова. О том, какие цели преследуют российские власти, пытаясь запугать крымских татар, и о поводах для обысков и задержаний, мы поговорим с журналистом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком, который с нами выходит на прямую связь по скайпу. Антон, добрый вечер. Мне подсказывают, что Антона сейчас нет на связи, с ним пытаются установить контакт. Мы обязательно вернемся к этой теме, но вот стоит, наверное, заметить, что эти последние обыски вызвали переполох не только среди крымских татар, не только в Украине, но и в мире. Вот очередные эпизоды произвола оккупантов в отношении коренного населения полуострова не остались незамеченные и в Вашингтоне. Так, временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс от лица всего Вашингтонского правительства США высказала обеспокоенность излишней активностью работников так называемых правоохранительных органов России. Сейчас я приведу ее слова из открытого письма председателю мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. «Нас беспокоят действия российских оккупационных сил в Крыму, где, судя по сообщениям силы безопасности, начали очередную волну обысков в домах крымских татар», говорится, в частности, в этом самом письме. О Крыме на уходящей неделе говорили даже в святая святых американской политической жизни, овальном кабинете Белого дома. В нарушение всех традиций и правил действующий глава США Дональд Трамп принимал там главу российского МИД Сергея Лаврова, а затем и его украинского коллегу Павла Климкина. Дело в том, что в овальном кабинете обычно принимают только глав других государств, но вот Трамп пошел на такой неожиданный шаг и встретил там тех людей, которые на несколько рангов ниже. О чем конкретно говорили, о деталях этих самых переговоров не сообщается. Известно лишь, что в разговоре с Климкиным были затронуты темы Донбасса и Крыма. Скорее всего, об этом же говорил с Трампом и Лавров. А других горячих тем в диалоге Вашингтона и Москвы сейчас попросту нет. Даже в Сирии, как показала история с обстрелом американскими ракетами самолетов сирийских ВВС, Россия не воспринимается как серьезный игрок. Американцы просто вывели ее из игры, предупредив Кремль о ракетном ударе всего за несколько часов до того, как томагавки уничтожили примерно треть всего парка военных самолетов Башара Асада. Хваленные российские ПВО даже не попытались перехватить эти ракеты. Россияне просто отступили, тем самым дав понять, что это не они, а американцы все еще хозяева на Ближнем Востоке. Поэтому главной конфликтной темой в беседе, в диалоге Вашингтона и Москвы был и остается Крым. Как бы в Кремле не притворялись, что вопрос этот давно закрыт. Непризнание Западом аннексии Крыма – очень болезненная история для России. Именно желание Вашингтона, Брюсселя и других западных столиц придерживаться установленных правил и договоренностей, которые исключают возможность захвата части других территорий, стали основанием для введения санкций в отношении России. Не исключено, что Кремль готов пойти на существенные уступки ради признания аннексии и, как результат этого признания, снятия санкций. Например, отказаться от поддержки того же президента Сирии Башара Асада. Возможно, что нечто подобное, нечто именно такое предлагал Лавров Трампу за закрытыми дверями. Но американская политика не делается с глазу на глаз, даже если одна
Из пар этих глаз это пара глаз президентская. Сложная, но исключительно устойчивая демократическая система исключает какие-либо договорники в обход Сената, Конгресса и американского избирателя. Власть президента в США здорово, кстати, ограничена. Мы видели это на примере обжалованного в суде запрета на въезд в Америку для граждан ряда мусульманских стран. А ведь запрет этот, кстати, был введен личным указом Трампа. Поэтому Кремль может предлагать какие угодно сделки, а в стране выше всего ставящий закон признание оккупации невозможно даже в обмен на головы всех поддерживаемых Кремлем людоедов. Поэтому санкции и другие способы давления останутся в силе до возврата Крыма. А Путин его вернет или кто-то другой, это уже не столь важно. За сохранение санкций в отношении России выступает и официально только что вступивший в должность президент Франции Эммануэль Макрон. В отличие от его конкурентки на выборах Марин Ле Пен, буквально кричавшей о законности оккупации Крыма России, Макрон поддерживает территориальную целостность Украины и ждет от России выполнения Минских соглашений. Новый президент пока осторожен в своих заявлениях, в том числе и касающихся политики Франции в отношении Украины. Но слова Макрона о неготовности идти на сближение с Путиным и тем более поддаваться его диктату дают все основания полагать, что Париж останется союзником Киева. В Верховной Раде второй месяц лежит без движения законопроект о статусе крымско-татарского народа в Украине. Документ, согласно которому Крым становится национальной автономией крымско-татарского народа, с такими официально признанными органами местного самоуправления, как Курултай и Меджлис, с 10 апреля числится направленным для ознакомления. Почему законопроект не прошел пока даже первое чтение, выясним у политического эксперта Александра Солонтая, который выходит с нами на прямую связь. Надеюсь, что Александр слышит нас. Александр, приветствую. Добрый вечер. Мне подсказывают, что и с Солонтаем у нас связь тоже не работает сегодня. Напомню, кстати, вот касательно этого самого законопроекта, 11 мая Конституционная ассамблея Украины приступила к рассмотрению дополнений в Конституцию, которые должны закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии, именно крымско-татарского народа. Почему, собственно, так долго тянула Конституционная ассамблея, почему за все время независимости Украины так и не были внесены все эти правки, все эти дополнения в Конституцию, непонятно. Да? Слишком поздно все это происходит, но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. В конце недели существенно обострилась обстановка в Донецкой области. Российские оккупанты и их пособники обстреливали Докучаевск и Авдеевку. В последнем, в результате попадания снаряда в жилой дом в частном секторе погибло 4 человека. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Сиротами остались 2 девочки 6 и 7 лет. Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что собирался посетить финал Евровидения, но из-за трагедии в Авдеевке поменял свое решение и на развлекательное мероприятие так и не поехал. Не поехала и его жена, которая тоже собиралась туда отправиться. Вообще сообщения об обстрелах и провокациях в Донецкой и Луганской областях появляются в последнее время все чаще. Что происходит сейчас на оккупированной территории Донбасса и прилегающих к ней районах? Чего добиваются оккупанты, забрасывая снарядами мирных жителей? Выясним у журналиста, главного редактора издания «Четвертая власть» Дениса Казанского. Он должен быть с нами на связи по телефону. Надеюсь, что Денис нас слышит. Денис, добрый вечер. Да, добрый вечер. Денис, мы наблюдаем в последнее время действительно настоящее обострение. Все чаще и чаще снаряды и мины долетают до частного сектора, до мирных жителей. Мирные жители гибнут. Почему это происходит? Чего хотят оккупанты? Для чего они обстреливают мирные совершенно поселки и города? Ну, я бы не сказал, на самом деле, что произошло нечто такое, чего не происходило раньше. То есть то, что мы называем обострением, на самом деле, это нормальная ситуация для фронта. То есть там постоянно идут бои, регулярно происходят обстрелы, обстреливаются наши позиции, регулярно гибнут наши военные. Иногда прилетают при этом периодически вот по частному сектору в мирные кварталы. И вот один из таких случаев произошел вчера. Поэтому резко внимание всех было снова приковано к событиям на фронте. Ну а так-то на самом деле там практически ежедневно происходит одно и то же. Вот в этом-то трагедия, что не всегда люди просто замечают. А цель у этих ребят, она одна и та же вот уже целых 3 года. То есть
На самом деле какие рычаги есть у России, чтобы заставить Украину выполнять там невыгодные для нас Минские соглашения? Только насилие, то есть постоянно создавать нестабильность, постоянно вот таким тактикой, абсолютно такой изматывающей, вот тактикой кровопускания, постоянно держать в напряжении Украину, то есть постоянно не давать нам забыть, что идет война. И исключительно с этой целью они обстреливают наши позиции. И вот иногда... А то, что снаряды прилетают по мирным кварталам, ну так это неизбежно, потому что, во-первых, часто люди бывают и пьяные там на тех позициях, да, это мы знаем, даже по тем видео, которые они сами же выкладывают из своих окопов. Либо зачастую просто та техника, которая используется, она очень несовершенна, и ею могут, скажем так, если используют различные кустарные такие приспособления, есть такие, например, установки, которые... Алло, Денис. К сожалению, у нас сорвался телефонный разговор с Денисом Казанским, главным редактором издания «Четвертая власть». Мы благодарим его, но самое главное, конечно, Денис успел сказать, что, к сожалению, в этом нет ничего из ряда вон выходящего. К сожалению, каждый день продолжаются обстрелы как позиций украинской армии, так и мирных городов и поселков. Мы возвращаемся к теме обысков в домах крымских татар. А сейчас уже с нами точно есть на связи Антон Наумлюк, журналист «Радио Свобода». Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько мне известно, ты присутствовал при этих обысках на этой неделе. Ты своими глазами видел, что происходит сейчас в Крыму. Скажи, пожалуйста, кого обыскивали, кого задерживали, кого отвозили для допросов российские оккупационные власти? Кто эти люди? Чем они заслужили такую честь привлечь к себе внимание Кремля, привлечь к себе внимание кремлевских спецслужбистов? Ну, традиционно каждый четверг в Крыму проходят обыски. Мы, в общем, здесь уже к этому начинаем привыкать и знаем даже, что вот четверг утром нужно будет смотреть за соцсетями, обязательно где-нибудь кого-нибудь задержат и кого-нибудь обыщет. А в этот раз был обыск неподалеку от Симферополя, в доме у активиста Резы Изетова, крымско-татарский активист, который уже раза 3 попадал в руки российских силовиков, в том числе и был среди 10 задержанных, которых арестовали в один день. Суды длились до полуночи. Арестовали их только за то, что они транслировали происходящий обыск в соцсетях, писали об этом, то есть пытались освещать эти события. Журналисты местные, которых они при мне приглашали приехать на обыск, не согласились, поэтому соцсети традиционно здесь в Крыму сейчас играют основную роль альтернативной и достоверной информации. В этот раз в четверг утром, рано, в начале 7-го, начался обыск у Изетова. По моим оценкам, так человек 70, наверное, принимал участие в обыске, я имею в виду со стороны силовиков. Среди них и Росгвардия, которая стояла во внешнем оцеплении, и сотрудники спецслужб, в том числе в масках, вооруженные автоматическим оружием, и просто полицейские, и сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которые в том числе и проверяли мои документы и журналистское удостоверение. В ответ тоже так же традиционно на обыск поддержать Изетова пришло несколько десятков крымских татар, которые держались поодаль, помня прекрасно, чем закончилось приближение к линии оцепления в прошлые разы. То есть задержаны были десятки людей, и 10 человек были административно наказаны по 5 суток административного ареста. Им всем пришлось провести ВВС. В этот раз они приближаться не стали, смотрели издалека, поддерживали Изетова. Потом уже, когда обыск закончился, он длился примерно несколько часов, часа 3, наверное. Мы прошли в дом, посмотрели, насколько активны были российские силовики. Ну, в общем, наверное, не очень активны. И потом Изетов это подтвердил. Это был такой обыск, при котором, наверное, никто ничего не хотел найти. У Изетова были изъяты планшеты и телефоны, его отвезли в Центр по противодействию экстремизму, задали 2 вопроса, на которые он отказался отвечать, и его тут же отпустили. Вот эти обыски, когда задействовано огромное количество сотрудников и спецслужб, и правоохранительных органов, не дающие никакого результата и
ну, в общем, они легитимизированы разрешением судебной системы, но здесь, в общем, суды выполняют те условия, которые ставят им спецслужбы и силовые структуры. Антон, извини, ты говоришь о том, что было около 70 сотрудников спецслужб, в том числе сотрудники, вооруженные автоматическим оружием. Ну, то есть это же элемент запугивания. А чего хотят российские власти добиться путем вот этого вот запугивания крымских татар? Ну, если это и элемент запугивания, то он, очевидно, не достигает вообще никакой цели. На самом деле все это смотрится очень комично, потому что человека забирают несколько десятков вооруженных людей, тут же через два вопроса, на которые он отказывается отвечать, отпускает, а все десятки людей, которые приходят поддержать своего соотечественника, они точно так же приезжают и к Центру по противодействию экстремизму, к отделу полиции, куда этого человека забрали, и встречают его как героя, который подвергся репрессиям. И, в общем, итог, если рассчитывается на какое-то запугивание, то, очевидно, этого нет. Поэтому объяснить логически такое поведение силовиков я не могу. Я работал на протестных акциях и вообще освещал, и в том числе, нарушение прав человека в регионах в России. Я могу сказать, что нигде вот так нелогично и необъяснимо, во всяком случае, себя силовики не ведут. Задерживать человека по административке с помощью 70 вооруженных людей — это нонсенс, который трудно объясним на самом деле. Спасибо большое, Антон. Всего тебе доброго, счастливо. Напомню, Антон Наумлюк был с нами на прямой связи по скайпу, журналист «Радио Свобода». Вот Антону, не знаю, как правильно сказать, повезло или не повезло, но вот журналистская работа, она такая. Он был свидетелем очередных обысков в домах крымских татар, очередных допросов. И вот он рассказал, как все это происходит. Действительно, десятки тяжело вооруженных людей, часто, кстати, даже прибывающих на спецтехнике, судя по фотографиям и по видео, которые распространяют очевидцы, там действительно они приезжают чуть ли не на бронетранспортерах, все эти люди, которые перекрывают улицы, буквально не дают ни проехать, ни зайти, ни выйти из поселков или из каких-то районов городов. Все это ради того, чтобы несколько часов продержать человека под замком в его же собственном доме, а потом те же самые несколько часов продержать под замком где-нибудь в отделении полиции или в отделении Центра по противодействию экстремизму. То есть это все какой-то такой спектакль с не очень понятным финалом и с не очень понятным заданием. Ну вот, кажется, направленный на то, чтобы сломать волю крымских татар, сломать сопротивление народа. Мы сейчас пытаемся связаться с Александром Солонтаем, политическим экспертом. Продолжим тему крымских татар. Александр, приветствую. Ты слышишь меня? Да, конечно. Итак, возвращаемся к истории с этим самым законопроектом, который вот уже больше месяца все это время находится в статусе направленном для ознакомления. Почему Верховная Рада не берется, не рассматривает его даже в первом чтении? Что мешает? Правильно ли, що ми говоримо о законопроекті, котрий був зареєстрований на сайті Верховної Ради 7 квітня? Совершенно верно. Ну, ви знаєте, варто зрозуміти, що з рівнем працездатності нашої Верховної Ради законопроект, який зареєстрований 7 квітня, це взагалі не термін. Я нагадаю, що з цього часу було тільки 2 тижні, коли Верховна Рада працювала у сесійному режимі. А крім цього, на ті числа припали Великодні свята, першотравневі свята, відпустка Верховної Ради чергова вже в цьому році, травневі свята світової війни, вшанування пам'яті жертв нацизму і так далі. І тому, насправді, сподіватися на розгляд у комітетах, а потім на включення до порядку денного Верховної Ради можна за найоптимістичнішими сценаріями у травні місяці. А так, у нормальному робочому режимі Верховна Рада зазвичай це робить протягом кількох кварталів. Тому, на мою думку, немає підстав панікувати з приводу того, що законопроект, який зареєстрований 7 квітня, є нерозглянутим. Там немає точно ніякого злого умисла, просто варто розуміти, що рівень працездатності нашої Верховної Ради приблизно такий. А кто сейчас его рассматривает, этот законопроект, в комитетах? И какие могут быть внесены, может быть, поправки, дополнения? Ну и главное, кем они могут быть внесены?
На цьому етапі жодних поправок і жодних зауважень. От цей авторський колектив, який, до речі, складається з дуже великої кількості поважних експертів щодо Криму, і в тому числі людей з парламента, експертів, людей з уряду, він або проходить перше читання, або не проходить перше читання. На цьому етапі важливо буде, думаю, наступний етап – прийняти цей законопроект у першому читанні і відправити тоді в комітети. Там уже на цьому етапі тоді можливі поправки, пропозиції, зауваження, і тоді предмет для дискусії появиться. А на даний момент важливо, щоб законопроект пошвидше отримав висновки профільних управлінь, комітету висновку, отриманий був позитивне голосування в першому читанні в залі Верховної Ради, і тоді буде найскладніший момент. Тому що, як показує досвід законопроєктів по Криму, по переселенцях, по Донбасу, по окупованих територіях, законопроекти дуже складні в цій темі, і коли вони після першого читання починають йти в режим правок і пропозицій, от тоді складна дискусія. А почему? Что вызывает вопросы, что вызывает претензии у народных депутатов? Загалом претензії викликає концепція того, яким чином ми взагалі будемо повертати окуповані території. Але якщо говорити конкретно про цей законопроект, то тут дискусія буде на тему того, щоб все ж таки зробити цей юридичний законодавчий крок і закріпити Крим і кримсько-татарську автономію як корінного народу, як єдине суцільне ціле, чи цього не робити. Власне, тут включаться різні бачення, різні світогляди ще більш специфічні, ніж завжди включаються. А загалом, якщо говорити, то я вже сказав про те, що різні бачення роботи з окупованими територіями і різні бачення, пов'язані з окупантом, в парламенті завжди призводять до гострих дискусій на цю тему. Згадайте лише тільки тему про торгівлю із ДНР, ЛНР. Ну, а це ще пожорстче. Мова йде про Крим і Севастополь, про Кримський півострів, і мова йде про национальную автономию и коренный крымско-татарский народ. Но ведь много говорится о том, что принятие такого закона ускорит или, скажем так, поможет скорейшей деоккупации полуострова. Как можно сомневаться в этом? Как можно препятствовать скорейшей деоккупации? Или все-таки есть какие-то здравые зерна сомнения? Значить, дивіться, мене агітувати не потрібно, я сам готовий агітувати разом з вами, усіх наших парламентарів і всіх політиків, які впливають на парламентарів, щоб вони пошвидше приймали цей потрібний і корисний законопроект. А от з приводу того, які здраві сумніви, якщо абстрагуватися від того, що парламент напічканий агентами, насправді, Кремля, і абстрагуватися від того, що купа народних депутатів не мають достатнього рівня просто кваліфікації, компетенції і розуму, щоб зрозуміти, що написано в цьому законопроекті, абстрагуємося від цього, то тоді у частини народних депутатів може бути такий сумнів. Він базований дуже сильно буде на таких націоналістичних поглядах, але сумнів звучатиме їхній приблизно так, що закріплення прав корінного народу кримських татар в Криму і робота на міжнародному дипломатичному рівні є важливою, але не буде ключовою для повернення Криму в територію України. А законодавчі зміни, які ми ухвалюємо, вже будуть кінцевими. І вже відкатати назад стане неможливим. Тобто Крим буде мати цей свій специфічний, нормальний статус, який Крим мав би мати насправді 91-го року, але тоді це не сталося. І в результаті, як правило, як ми бачимо, призвело в тому числі і до окупації. Але багато людей, нардепів, ті, які розуміють, про що мова, будуть думати наступне. А чи можна проскочити це питання і в майбутньому повернути Крим, не приймаючи відповідні законопроекти, тобто роблячи менше зусиль в дипломатичному, в відстоюванні інтересів кримських татар, а більше на інших фронтах. Так от я би хотів закликати цих нардепів і цих політиків подумати про наступне, що, звичайно, є інші завжди методи. Але якщо ми говоримо, що для нас найвища цінність – це людина, то методи ми повинні підбирати такі, які призведуть до найменшої кількості втрат у майбутньому, а ймовірності конфлікту все одно залишаються досить високі. Тому цей законопроект якраз направлений в ту ділянку, яка пов'язана із законодавчими і дипломатичними методами. Тому, на мою думку, такі законопроекти мають бути пріоритетні. Ты знаешь, еще интересный очень вопрос есть. 11 мая, вот на днях, Конституционная ассамблея приступила к рассмотрению дополнений, поправок в Конституцию, которые должны закрепить за Крымом статус национально-территориальной автономии крымско-татарского народа. Почему только сейчас? Почему это не происходило сразу после обретения Украины независимости? Почему это не происходило в предыдущие годы?
Якщо пам'ятаєте, що було з Україною на початку незалежності, то Україна втратила свій Чорноморський флот, Україна стала знову суб'єктом співдружності незалежних государств СНД, Україна потрапила повністю в орбіту Кремля. Якщо подивитися на те, що відбувалося у 2014 році з початку російсько-української війни, то я нагадаю, що Крим був зданий без жодного пострілу і ніяких бойових якихось зусиль і не могло бути мови, тому що 3 попередніх міністра оборони взагалі були агентами Федеральної служби безпеки, а Янукович і його все оточення побіжали саме на територію країни-агресора, підкреслюючи тим зв'язок з попередніми фактично такими кураторами України. Все це говорить про те, що ніякої здорової, розумної політики в часи незалежності ранніх періодів України, коли Україна була під орбітою Кремля, тобто фактично в колоніальному статусі, формально де-юре незалежна держава, а реально зовнішня політика залежала від Кремля, окрім певних років незалежності. Це все не призвело до формування грамотної політики. В результаті Україна зараз споживає величезні втрати. Для того, щоб в майбутньому не споживати цих втрат, тому важливо приймати подібні законопроекти, щоб наперед врегулювати питання і підтримати, власне, кримсько-татарський народ, який виступає станом на сьогодні головним борцем за повернення Криму і Севастополя, які були окуповані першими. То есть получается так, что предоставление национально-территориальной автономии крымским татарам станет, фактически прощанием с колониальным прошлым Украины? І також прощанням із тією несправедливою політикою, яку, починаючи з 90-х, втілювала Україна по відношенню до корінного народу, тоді, коли вони активно поверталися з Узбекистану, з інших країн, куди вони були депортовані, але в цей момент замість того, щоб отримати підтримку української держави, отримували навпаки величезну кількість проблем, незважаючи на те, що вони були єдиними, концентрованими і серйозними союзниками на півострові підтримки державності і незалежності, і борцями з сепаратизмом. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас в ситуации, когда Крым и Севастополь остаются оккупированными, принятие такого закона чем может помочь тем людям, которые остаются гражданами Украины на оккупированной территории, на оккупированном полуострове? Щонайменше вони отримують законодавчі документальні підтвердження тому, що Україна на повному серйозі планує повертати ці території і вже наперед продумовує політику, яка буде здійснюватися на цих територіях. А от на міжнародному рівні тим, хто бореться за повернення Криму, це серйозно допоможе, тому що це дозволить посилити дипломатичні і міжнародні представницькі функції кримськотатарського народу. Тому насправді це допоможе пошвидше звільнитися з окупації, тільки не через внутрішню роботу, а через зовнішню роботу, що також є невід'ємним елементом повернення Криму і Севастополя до України. Адже, я думаю, не секрет, що немає одного рецепта повернення Криму чи Севастополю. Це буде сукупність різноманітних дій, як всередині нашої країни, так і на зовнішніх фронтах. І збірна, комплекс цих всіх дій призведуть в майбутньому до повернення втрачених нами територій. Ну, насколько я понимаю, наши западные партнеры, да и восточные, наверное, тоже действительно ждут вот такого рода шагов по признанию национально-территориальной автономии в Крыму. Это действительно так? То есть ждут от Украины и Брюссель, и Вашингтон такого рода действий? Ні, у більшості випадків Брюссель, Вашингтон взагалі не знають, що нам робити в цій ситуації, і вони просто безпорадні. У більшості випадків вони глибоко не розбираються у темі і мало розуміють, що потрібно робити. Але є такі країни, які добре в темі і добре розуміють, про що мова. Такими країнами, наприклад, є Туреччина. Тому насправді є країни, які справді очікують від України такого логічного кроку, і фактично це буде дуже сприятливо сприйнято в фактично сім'ї всіх тюркських країн. Але якщо говорити про світовий рівень і світові, власне, площадки, то вони зараз більше озадачені все-таки Донбаським фронтом. А питання Криму для них питання другорядне. Хоча, знову ж таки, і американська адміністрація, і німецька адміністрація постійно нагадують Кремлю про те, що не тільки питання війни на Донбасі, але і питання окупації Криму. Але якщо говорити про такі специфічні, спеціальні методи, як врегулювання національної кримськотатарської проблематики, налагодження роботи з Меджлісом і захист Меджліса, то тут і так далі продовжувати, то тут, власне, українці повинні задавати першу скрипку і добре розуміти, що світ некомпетентний в українській проблемі настільки, наскільки компетентні ми, і тому ми повинні тримати високу планку. Спасибо большое, Александр. Всего хорошего. Напомню, на прямой связи со студией телеканала ЭТР был политический эксперт Александр Салантай. Его включение было последним в нашей сегодняшней программе. На этом итоговая программа завершена. Встретимся с вами через неделю на первом крымско-татарском телеканале.